Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. Ты в легком платочке июньского облака, в веснушках черемух стоишь над рекой. Ты в легком платочке июньского облака, в веснушках черемух стоишь над рекой. Родная моя, деревенька-колхозница, смущенной улыбкой меня обожгла. К тебе мое сердце по-прежнему просится, а я все не еду, дела и дела. Проговорили, объяснили все. Мало. Я пойду, наконец. Мало. Давай, улыбайтесь. Спросите вы у тех солдат, березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские поют на землю. А магазин спевается? Спросите вы, спросите у жены моей, хотят ли русские, Ой, как! Борис, привет тебе. И туманы пеные ходят, и поля зеленые, вышел степь донецкую, через рощи шумные, и поля зеленые, вышел степь донецкую. Raya pa yung kinamang man eh. Там на шахте угольной паренька и ветер, глубоко дружбы воды. Девушки Дни работы жаркие, на моей
парня здесь. Виталий. Помолодел, да, Виталий? Помолодел. Дела хорошие, вышел в степь Донецкую, парень молодой. На работу славную, на дела хорошие, вышел в степь. Давай я подписчик Ага, тебя. здравствуем. Балхини малаймане? Как тебя зовут? Алан. Алан? Тебе сколько лет? Алан Артур. 4. Покажи-ка. Вот так, вот так. Алан Артурович, он пока говорит. А? Алан Артурович. Ну я не понимаю. Одноклассница купят приготовить. Кого это встретили? Мен осыгаттым үзімнің ипташымның иримнің бір туған інісінің қызы. Кімнікі Камил қызы. Рейсе бапкының нейді. Менің көплер мұнда. Мен бет шағылда, туып шағылда қортайған кішімін. Раз.
Мои гости и односельчане, сегодня, в этот торжественный день, мы собрались с вами на открытие памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, героям, всем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил. Сегодня мы говорим... Сегодня мы говорим этим храбрым воинам спасибо. Митинг, посвященный открытию памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, героям тыла, объявляется открытым. Слово для открытия митинга предоставляется главе администрации сельского поселения Демский сельский совет Ходак Сергею Михайловичу. Добрый день, уважаемые гости, односельчане. Сегодня мы здесь стоим, и у нас такое знаменательное событие для деревни Тулубаева. Сегодня мы открываем памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Ровно 80 лет назад, буквально вот не хватает 9 дней, как фашистская Германия, не объявляя войны, начала это вероломное действие. И все люди России, страны, пошли воевать. Сегодня мы увековечили память тех, кто ушел с вашей деревни и не вернулся в нее. А кто вернулся, восстанавливал ее опять, ковал, как говорится, строил все это. И сегодня такой очень знаменательный день. Поздравляю всех с таким знаменательным днем, с днем открытия этого памятника. Спасибо. Спасибо. Мы навсегда сохраним благодарную память о тех, кто защищал нас, спас от фашизма, принес мир народам. Мы учимся у них стойкости и верности Родине. Никогда не гаснет в наших сердцах свет победы и вечная память. Глава администрации муниципального района, Бишбулякский район Республики Башкортостан, Зарипов Артур Мухлисович. Добрый день, уважаемые тулубаевцы, односельчане, жители Бишбулякского района. Сегодня у нас исторический день не только для вашего села, не только для вашей деревни, но и для всего нашего района. Открывается очень добрый, очень хороший обелиск павшим в Великой Отечественной войне, посвященный тем, кто уже погиб в мирное время. Нас из деревни Тулубаева, если вот более взрослые наши односельчане помнят, на фронт ушло около 76 человек. 76 человек, вроде бы маленькая деревня Тулубаева, 76 человек ушло на фронт отсюда. Из них половина не пришли с фронта. 36 человек, если я не ошибаюсь, это считайте, каждый второй человек, который ушел на фронт, не вернулись. Такая же примерно ситуация у нас и по району. У нас на фронт ушли с нашего района, вроде бы маленький район, ушло 10 846 человек. Половина из них тоже не вернулась с фронта. Вроде бы 80 лет уже прошло с начала Великой Отечественной войны, да? А как будто вот до сих пор вот не затихает эта боль и раны у наших людей, у нашего населения, потому что эта война коснулась каждой семьи. Каждый потерял, каждая семья, наверное, нет такой семьи, где бы не потеряли брата, отца, сына. И вот что я хочу сказать по этому обелиску. Этот обелиск рождался у вас на глазах, у меня на глазах он рождался. По этому обелиску инициативная группа тулубаевцев начала еще ходить в прошлом году. Давайте мы что-то сделаем к 75-летию победы Великой Отечественной войны. Тогда начали поднимать архивные справки, работать в музее. Но постарались сделать так, чтобы ни один человек, который ушел с Тулубаева на фронт, или труженик тыла, не остался в стороне, чтобы всех включили в список. Обелиск получился на самом деле очень
красивый, да, и он построен и сделан вашими руками. Жителями Тулубаева я хочу сказать вам всем спасибо, кто участвовал в строительстве этого обелиска. Здесь же буквально еще несколько месяцев назад еще был пустырь, была необустроенная территория, а видите, сегодня какая красота появилась у вас в деревне. Вообще, вот я, немножко отступая от темы, я скажу так, что я тулубаевцев, жителей села Тулубаева всем привожу в пример. Пример, как они дружно проводят субботники, в пример, как они дружно работают, по всем вопросам друг другу помогают. Это как и хоккейную коробку, как вы строили, и детскую площадку, и как обелиск. Поэтому спасибо большое вам, то, что вы такие инициативные и делаете все, чтобы наше село, деревня Тулубаева, продолжало жить. И я надеюсь, такими людьми еще будет долго-долго жить. Еще раз говорю, сегодня такой исторический день, это и открытие обелиска. Это, скажем так, Сабантуй, здравствуйте, односельчане, который никогда в Тулубаево, может быть, я ошибаюсь, может быть, в советское время проводился, да, но не проводился даже, да, вот я знаю, что в Демском точно проводился центральное отделение, да, но в Тулубаево не помню, вот уже старожилы подсказывают, никогда, вот представьте, за историю села никогда не проводилось, да, а такие встречи, я смотрю, вот такое, сколько количество людей собралось здесь, да, это же не только, это выходцы, я смотрю, те, кто, может быть, отсюда давно уже не приезжал в деревню, приехали, да. Большое спасибо вам всем тем, кто здесь живет, кто смог это организовать, да. Пускай это будет не последнее доброе дело, которое мы вместе сделаем. С праздником вас, уважаемые тулубаевцы. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Сегодня у нас присутствуют люди удивительной судьбы, чья молодость совпала с временем великого всенародного испытания войной с фашистскими захватчиками. Сегодня мы чувствуем также всех тех, чья юность, опаленная самой страшной в истории человечества войной, а также чье детство, выпавшее на это время, не состоялось. Всех тех, кто, прибавляя себе годы, всех тех, кто самоотверженно трудился в эти годы. Для награждения удостоверениями «Дети войны» приглашается глава администрации муниципального района Бишбулякский район Республики Башкортостан Зарипов Артур Мухлисович и глава администрации сельского поселения Демский сельский совет Хадак Сергей Михайлович. Удостоверение «Дети войны». Настоящее удостоверение имеет право установленные законом Республики Башкортостан от 29 марта 2021 года номер 389-З о детях войны в Республике Башкортостан. Удостоверение бессрочно, действительно на территории Республики Башкортостан. Таким удостоверением вручается Алексееву Виталию Яковлевичу. Юсупова Сабия Казиевна. Валишина Минигуль Гарифулиновна.
Васильевну. Кагарманову Сулубыгар Кутлиахметовну. Дети. Киреева Таслима Давлетовна. Уважаемые друзья, тулубаевцы, вот вчера мы вручили первое удостоверение детям войны. Да, вот я считаю, что вот это вот хоть какой-то маленький знак внимания вот этим вот людям, которые, ну, наверное, скажем так, восстановлена историческая справедливость. Они не виноваты же в том, что там они не были отнесены к труженикам тыла, да, которые там старше 27-го года, но им досталось наравне с теми, кто здесь работал. Они с детского времени работали в сельском хозяйстве. Вот еще Григорьева Раиса Васильевна подошла. У нас в районе вот такие вот удостоверения в ближайшее время получат 1283 человека. Вот сюда можно? Я вот сейчас вот смотрю, вот я и вчера также говорил, да, вот посмотрите на них, они выходят, они со слезами на глазах выходят. Вот это вот дети войны, они очень долго добивались вот этого, вот, дети войны, чтобы признали их труд, признали их заслуги, то, что они также на уровне с тружениками тыла со всеми, и это правильно. И это на самом деле правильно. И вот Ради Фаритовичу спасибо, что вот он именно вот принял такое волевое решение, и всем детям войны в республике вот такие вот и удостоверения, и оно предполагает небольшое, ну, скажем так, финансовое вознаграждение, которое будет попозже. Давайте мы вместе вот от души, давайте мы им вместе поаплодируем. Их так мало осталось. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое от души чисто. Давайте мы вместе. Сергей, давайте вместе. Болдаме, қарай да әбелер. Айдаган мында қарай бер. Айдаган. Давайте аплодисменты. Нельзя забыть тех, кто помогал воинам в их ратных свершениях, кто кормил их, поил и обувал, обеспечивал их оружием. Это труженики тыла. Они в глубоком тылу совершили трудовые подвиги, без которых не было побед на фронте. Среди нас присутствует Киреева Таслима Давлетовна, одна из тех людей, которые перенесли эту войну в тылу. Просим. Микрофон әдірі. Мұны Тулубайдағы бар балалар, бұтты менің балалар. Бүтін әсен, менің балалар көп. Рахмет, исән сау яшасынар. Барса да, елеміз тыныш болсын, менен тілек шу. Ең біріншісі, менге ауылымда Сталин башы премия берділер. Али болса, берелер премия, рахмет. Башасақ, ішсек, бүтін әйбір бар магазинде. Оптырайжық түгіл, газ яна, свет яна, су берелер, телефон бар. Бізге тағын не керек, елдің тынышлығы ғына керек. Еліміз тыныш болсын. Вот рахмет балаларға барсын. Почетное право открыть памятникам
воинам-землякам Великой Отечественной войны предоставляется главе администрации муниципального района Бишбулякский район Зарипову Артуру Мухлисовичу и главе крестьянско-фермерского хозяйства деревни Тулубаева Арсланову Рафилю Маратовичу. Просим вас, пожалуйста. Рамазан, с той стороны, давай. В другой позиции. Еще раз можно? Чернов, сюда повернись. С ним, давай, с ним.
Bütün hede kirgen. Bunda bütün spesik kirgen уже. Молодцы. Kirtkenler. Совсем седые. Путь к победе был не близко, забыть их один. Обелиски, обелиски, как мне помнится один. Сколько и гордость, и отчаяние на лице гранит сада. Здесь мои отощчания, поймену скали ряд. Сколько прошагали мили, где пришлось им умереть. Эту память по фамилиям не изгладить, не стереть. Средь фамилии есть и наша. Дядя мой, ему привет. Да какой он дядя? Саша, 18 полных лет. Не услышать его пульса, лишь цветы на пьедестал. Он, как все, здесь не вернулся, просто без вести пропал. Куда ты шел, не ехал ты, но здесь остановись. В могиле этой, дорогой, всем сердцем поклонись. Кто бы ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух, запомни, здесь лежу. И для тебя, и для меня делал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто, приближая День Победы, неделями цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Гвардии старший прапорщик Файзуханов Нурислам Исхакович. Просим. Дорогие односельчане, земляки, хочу от имени ветеранов боевых действий сказать спасибо вам, что вы построили то, что мы сейчас видим, и увековечили фамилии, имена наших дедушек и бабушек. И пока мы о них помним, и помним об этой войне, которая была победа со слезами на глазах. Я знаком был даже с ветераном войны. Когда у него спрашивал про войну, он ничего не говорил. И я сам тоже участвовал в боевых действиях. И про войну ничего не могу сказать. На войне ничего хорошего нет. О войне не хочется говорить. И хочу сказать только, чтобы всегда был мир на земле, и чтобы мы все старались и стремились к этому миру, и чтобы всегда помнили о наших дедах и бабушках, которые ковали эту победу в этой тяжелой Великой Отечественной войне. Спасибо вам, дорогие земляки. Те, кто ушел за родину, выстоял и победил, тем, кто на речных переправах шел, словно камень ко дну, тем, кто на века безымянным канул в фашистском плену, тем, кто ради правого дела сердцем жизнь отдать был готов, тем, кто под машину ложился вместо понтонных мостов, всем тем, кто ушел в бессмертие, и всем, кто победил, посвящается.
станет день журавлиной стаей. Я поплыву такой же синий небес, а птичьи окликая всех тех, кого оставил на земле. Что солдаты с кровавых не пришедшие с полей не землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. В этом огромном безумном мире есть крошечная точка – мы. Мы – поколение, которое называет себя будущим. Наверное, останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Слово руководителю поискового движения Бишбулякского района и поискового отряда 9-я рота Демской средней школы, руководителю школьного музея, учителю истории Чернову Владимиру Анатольевичу. Добрый день, земляки. Сегодняшний день навеки войдет в историю села Тулубаева. Поближе. Из сказанного мы поняли, что тулубаевцы не только хорошо трудились, но и воевали. Поисковый отряд 9-я рота, созданный на базе Демской средней школы, имеет самое непосредственное отношение к сегодняшнему мероприятию. Мы с ребятами 12 лет увековечиваем память без вести пропавших солдат. Выезжаем поближе в леса Ленинградской области, копаем старые окопы, поднимаем бойцов, устанавливаем их имена и с почетом предаем земле. Это священная миссия. Хоронить солдат в военное время – это свято. Хоронить в мирное время – это свято вдвойне. Вот таким патриотическим воспитанием мы занимаемся в школе. Я вижу тут своих поисковиков, их очень много. И плохо, что они сегодня пришли без камуфляжной формы и без эмблемки поисковое движение России. А можно было их выстроить. В этом селе их порядка 20, а может даже и больше. Сегодняшнее мероприятие будут знать не только жители Тулубаева, Демского, Бишбуляка, Уфы и Москвы, потому что отчет будет на сайте «Поисковое движение России». Этот сайт просматривают депутаты Государственной Думы, просматриваются начальником поискового движения в России Еленой Моисеевной Цунаевой. И она будет знать, что в селе открыт еще один мемориал и будет гордиться им. Вообще задумка насчет Парка Победы исходила от нас, от поисковиков. Мы планировали в Демском установить такой вот обелиск, но пока не получается у нас. Но зато эту мысль подхватили тулубаевцы. Инициаторами этого важного мероприятия были Арсланов Рафиль Маратович, Семенов Евгений Геннадьевич, Зиновьев Григорий Николаевич. Я могу назвать многих.
Спасибо этим людям. Спасибо за память. Спасибо за патриотическую работу. Спасибо за этот день. Спасибо, что нас подняли поисковиков. И, значит, тем самым, я думаю, что село будет и дальше жить. Будет вот такая работа вестись, село будет и дальше жить. Ведь мы все патриоты собрались здесь. Мы все люди, которые чтим эту память. И вообще я говорю от имени павших. И меня иногда надо слушаться, потому что я всегда этим делом занимался долгие годы. Много здесь поправок сегодня сделал, потому что я не одну выставку выставлял на уровне района и республики в целом. Спасибо за внимание. Слово Рамиле Раймжановой, нашей землячки. Просим. На эту. Дорогие тулбайцы, здравствуйте. Доклад не готовила, но хочу сказать, со слезами на глазах, спасибо деду за победу. Спасибо вот этим людям, которые сидят. Спасибо тем, кто это сделал, кто инициативной группе. И от нашей семьи, мы жители Пономаревского района, село Равнины, хотим бабушкам сделать немножко подарки от наших детей, от нас лично. Спасибо всем. Инициативной группа, видите, инициативная группа. Алишер, выходите. Друзья, выходите. Вот мои дети. Инициативная группа, все выходите. От вас вот это все лелеяло. Я все эти комментарии слушала. Я сама в инициативной группе была когда-то. Подарки. Подарки раздает бабушка. Ветерану. Ладно, посмотрим. Нет, заявляем мы войне, всем злым и черным силам должна трава зеленой быть, а небо синим-синим. Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами, пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами.
Мир никогда не забудет о памяти героев, потому что история каждого из них – это еще и наша история, неповторимая и очень важная. Поэтому дыхание победы и войны живет в сердце каждого из нас. На этом торжественный митинг открытия памятника воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны, героям тыла объявляется закрытым. Ищем родственников своих, ищем. Все тут есть, никого не пропустили. Так, давайте, народ проходим, народ уже идет. Айда, проходим. Другим тоже даем. Ну там герои тыла. Они пропали без вести, театра. Так, давайте, народ идет, проходим потихоньку. Другим тоже даем. Айда. Вот сюда смотри на это. Куда? Попали мы в это? Куда и? Все. А что, как фотографироваться? Я думала, все это вот фотографируют. А как Одна партия идет, одна партия машина полицая. дайте это все вот понимаете. Алишер, где? Тимур, Так, давайте, люди проходим потихоньку, вот так, круговорот. Народу много? Айда. Шайгарданов, Минибай. Да, вот, конечно. А Юсупов Булат? Это тоже портотай, да, это со страны. Ага. Давайте все не будем задерживаться. А давайте сфоткаемся. Вот фотографировали уже. Не, мы для себя хотели. Сейчас. Потом, разберемся. Софья появляться хотела. Бляха сразу. Айда. Алина, где Алина?
Ну зачем думайлар жиылмай? Ya internetim yok benim. Яшьләр ебәрәсе кергә, Amin күрә торды. fotası karar. Яра эшләр без. Böyle bulgaz üstte onları kurun niye? Benim ne yapacağım da? Kalemurun düşün. А Халимуллина, по мужу она так скабировала. По девичьей фамилии. Ребяточек, с Давайте мы сейчас хотим сфотографироваться, если можно. Идемте. Әйдә, басыгыз. Әйдә. Мына шулай. Әйдә. Әйдә, шулай. Әйдә. Без телефона. Вот так, болды. Карточканы ясап кетіңіз. Карточканы ясардың алып. Яра. Давайте еще. Мынуклар все, сіздің білән. Аллаға шүкір. Балалар не güzel. Нет, это не билет, Это у нас. Рядом 3 километра На ногу и без ноги останешься. У меня будет. Я видел. Конечно, есть. Вот здесь вот надо это сделать. Мир? Я Мир. Я Мир. 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 Да, какие имена откуда? Сахаралар, ой. Вообще. Удивительные имена слышу в последние времена. Маның семьяның сіздері ғой, внутри нет. Ну, 4 уже весит, да? 5. А как легче, по-моему. Ну да. Ты женский туалет нашли. По ошибке. Туалет настоим. Хамат ширга была. Пустую.
Какие ощущения? Очень даже, очень. Прямо и И погода открылась вовремя. Спасибо. Депутат 70. Всех работающим пенсионеров. Ну, не знаю, как-то вот здесь вот было. Не жарко? Нормально? Да. А теперь тоже с тобой работал там, да? Он даже там. Потом Пойдем.